Ну что, ребята, всем привет. Очередная рыбалочка. Конец, ребят, марта. Уже прям весна в полном ходе, ребята. Дороги растаявшиеся в поселке. Благо я живу на окраине, ребята. Вчера специально ездил вечером за живцом на пару часов. Поймал штук 30, наверное. И топтанул дорогу, ребят, петлями вот так. Получается, выехал сначала на реку, потом лесом, боком, полем. Пересек дорогу, опять лесом и выскочил на речку. Вот как-то так, ребята. Ну, впереди длинная дорога по реке. Одна единственная, которая остается у нас. Снега на льду совсем немного. Жесткий наст. Вчера буранку топтал, было сыро, а вот сейчас по ней кое-как выехал. Ну просто туда провалился и все, и с нее просто не вылезти. Конечно, сани как по наждачку идут, но, ребят, что не сделаешь ради рыбалки, правильно? Еду, ребят, наверх, в крайней рыбалке вы видели то, что я нашел тропу интересную, ну, ясь, налим, лещ. И сегодня, ребята, рыбалка чисто на комбайн. Конечно, в перспективных точках пока буду подниматься, буду ставить жерлицы. Ну а так, ребята, комбайны. Сделал вчера еще 2 штуки. Прям новые, все покажу, ребята. Самому аж понравились, классно выглядят. Ну такие прям конкретные. Ну и в целом заночую рядышком. Посидим возле комбайнов 2 дня. Попробуем добыть езя, леща, может налима ночью. Опять же взял прикормку, будем ставить кормушки. Взял червей домбрандену. Короче, все классно, ребята. Небольшой морозик, вот идет иней, минус 9 градусов, но солнце, ребята, и чисто небо говорит о том, что будет хороший плюс. Я прям налегке снял уже свой зимний бушлат, который пропахший рыбой уже. Надо в химчистку как-то в город запулить его, чтобы его постирали на следующий сезон. Ну а так, ребят, не особо много ничего не брал. Сегодня взял Алтай свою маленькую, так как на одного мне вполне достаточно. Конечно, печурка, раскладушечка, ну и там по мелочи. Немного брикетов, бензин, буры, спальники и так далее. Здесь немного продуктов. Ну и здесь живец, рыболовные снасти, жерлицы. Ну, все необходимое, то, что нужно для рыбалки. Красота, ребята. Спокойно, тихо. И прям шикарно. Ну, весна, ребят, весна полным ходом. Грейдер прошел, дороги, все. Просто едешь, песок голимый, грязь. Короче, дорогу топтанул, еще живем, ребята, еще рыбачим. В целом здесь можно выехать и на малую реку. Вот она, впадание, ребят, Большой Визинги в Сысолу. Здесь устье находится. В принципе, можно здесь и топтануть на другую рыбалку. Ну и здесь длинная дорога вперед, на Верховье. В целом поедем за трофеем. Все, ребят, буду гнать, пылить. Ну а вам приятного просмотра. Ребят, сразу лайкосик от души по-братски. Ну и понеслась. Попылили. Для утренника вообще переоделся как-то непонятно. Вроде понятно, что днем будет жарко вообще. Но сейчас, тем более со скоростью летишь, десятка, флис, горочка. Что-то в нее прохладненько. Но иду не потихоньку, наблюдая красоту, ребята. Сейчас лиса пробегала, хотел догнать ее, не успел. Убежала в лес. Ну, видела, как бы меня, она пошла по реке. Видела то, что я начал разгоняться. И, короче, вернулась и обратно в лес забежала. Но лис очень много гуляет. Вот такие, ребят, крутые берега. Солнышко пригревает. Я уже подхожу к начинающим точкам. Я имею в виду таким рыбным. И на каждой точке буду ставить немного жерлиц. Вообще немножко. Взял 2 комплекта. Там 3, там 3, там 3, там 3. Ну, короче, где, ребят, рыбка попадалась с последней рыбалки, в этих точках и поставлю. Надеюсь, лунки те не замерзшие, ну, не особо промерзшие. Чтобы не бурить этот лед, не маслать, я буду потихоньку
старые разбуривать и уже туда ставить. Ну, чтобы как бы не напрягаться и время не тратить. Сейчас немножко на солнышке погреется. Первая точка. Ну, в принципе, мне еще до места моего обитания эти 2 дня высоко. Но здесь мы рыбачили, ставили жерлицы. Ну, я здесь тоже хочу поставить. Все-таки место хорошее. Перволедок здесь вообще шикарный был. Старая луночка, ребята, они не замерзли особо. Ну, точнее, их видно. Вот я их прям подырявлю сейчас. И штук 5 здесь заброшу. Потому что здесь все-таки мы щуку поймали, вот последнюю рыбалку. Налима я тут взял. Так что все равно рыбка здесь гуляет. Пускай стоят. Так, братцы, ну что, 6 штучек поставил здесь. Место интересное. Хотя в прошлую рыбалку здесь не особо порадовал. Жерлица стояла здесь 20-ку. Ну, я все равно, ребята, оставил. Все-таки весна. Рыба поднимается, спускается. Все равно ход налима должен уже идти плотно, и место интересное. В общем, как-то так. Ну ладно, что, идем дальше. Следующая точка, там тоже поставлю штучки 4. И вот так будем подниматься до заветного места. Так, друзья, ну что, я заканчиваю уже 10-очку ставить. И уже подхожу к месту точки лова. Так, здесь у меня тройничок стоит. Раз, два. Ну, прошлую рыбалку ставили. Все тройники, то что стояли, ребята, просто шибает. Но на двойник хоть как-то показывают еще. Тройника никак. Вот это мое пристанище на сутки, как минимум. Этот обрыв, такая шикарная береза. С этой стороны пляж. Ну и здесь комбайны, ребята. Вот старые лунки, 3 штуки. Я еще, получается, здесь мелко особо. Но здесь тоже рыба попадалась. Можно, в принципе, уйти еще туда. Наверное, на раз-два. Да, я так и сделаю. А здесь рядышком можно пробурить и удочки поставить. Ну, на удочки. Тоже хочу удочками попробовать. Вот. Ну, а палаточку где-то здесь, ребят, в углу. Поставим раскладушечку. Будем загорать, отдыхать. Ну, а сейчас пробурюсь. Удочки подискосок. Ну и, в принципе, начнем расстановочку. У нас еще такое, ребята. Ну, еще утро. Еще нифига не летает. По наживке, ребята, у меня червь, там родена. Блин, и забыл кукурузу купить.
Вчера пошел в магазин, в принципе дома было все, продукты были. Ну, пошел за кукурузой специально, набрал всякого разного. Кукурузу забыл. Вот, ребята, 4 пачки. Есть такое дело. Сначала просто поставлю без прикормки, а потом уже замешаю и уже потом кормушки будем забивать. Ну что, ребята, давайте начнем с новых. Сделал вчера, аж понравились самому, ребята. Так, как обычно, мотовилка, ребят, самодельная. Это для косы, чтобы коса у нас не путалась. У меня получается по 3 крючка. Первый. Второй. И на конце уже, ребят, мормышка. Мормышка где-то, не знаю, грамма 1,5, наверное, 2. Вот такая фосфорная. Леска 0,2. Леску я поменял. В прошлые разы ставил 0,16. И походу злые налимы порвали. Не выдержал натиск. Крючки, ребята, Pantone 21. Семерка. Они очень мягкие, в принципе, да. Ну, в плане того, что они тонкие и очень острющие, ребят, это факт. Просто суперские крючки, чтобы малейшая, ребят, поклевка секла рыбу. Вот такие крючочки, 7 номер. Поводки также, как и основная леска, петля в петлю, и где-то через каждый метр получается. Первый крючок, второй, третий. По удильнику, ребята, удильник балансирный, намазовский. Вот он как бы телескопический, в районе 500 рублей. Вот такие кивки, ребята, лютые кивки. Классно подходят. Здесь, кстати, вот эти удильники, они под кивки как раз сделаны. И вот они мне понравились. Катушечка простая. Так, идем дальше. 2 стопора. Первый стопор, второй стопор. Здесь мы уже регулируем, ребята, сами грузило, кормушку. Ну и здесь от антизакручивателя я просто трубку эту обрезал. И вертлюг с карабином под груз или под кормушку. В данном случае у меня кормушка будет идти сегодня. Вот такой монтаж. В принципе, ребят, ничего сложного. Вот. Мы уже регулируем косу, длины косы, сколько нам надо. Ну, соответственно, вот у нас опять будет кормушка. Метр первый поводок, метр второй поводок, метр третий поводок. Вот как-то так. Но удильники, ребят, лютые. Прям понравились. Вот такие. Да, конечно, дороговато все это было дело. Это кивок. Такой в районе 150 рублей. Катушка, ну ладно, 50. Ну и сам удильник пятихатка. Вот такой будет у меня, ребят, комбайн. Ну или просто закидушка. Все, начинаем. Беру первый крючок. В прошлые разы, ребят, я делал дробинку и тоже просто груз ставил. Но я смотрю, на мормышку хорошо отзывается рыба. И решил поставить. Так, черви Домбродена. Ну так где-то по два штуки буду ставить, ребят. Так, это у нас не черви. Это я брал добавочные еще черви. Простые, думаю, мало ли если закончится. А Домбродена здесь. Вот она. Все верно. Домброденчики здесь. Ну, они, конечно, толстенные. Можно и вот, в принципе, вот так делать. Одного ставить. Вот такой шматок. Так. Первый пошел. Вот это мормышка, ребят, тащит. И мы затягиваем дальше.
потом схватывается все это течением, и коса должна уходить, как правило. Ну вот опять же, ближе к берегу, там течение слабое, ребята. Я долго заводил, но все-таки получилось в прошлые разы. Вот такой шмат. Все. Затягивает. Все классно. В принципе, черви толстые. Можно и по одному ставить. На ночь уже можно на налима зарядить. Так. И здесь у нас зашло. Так, ну что, кормушечку. Кормушку сначала просто, ребят, повешу. Кормушки разные. Какие нашел. Ну, допустим, 40 грамм. Я думаю, больше и не надо. Цепляем кормушку. Это как основной груз. Все, коса зашла. Топим нашу кормушку. Отмеряем дно. Ну, здесь уже глубоко. Все. Дно нашел. Сразу делаем подушку, чтобы это все дело замерзло. И настраиваем на поклевку. Бубенчики, ребятки, разные. Вот у меня такие здоровые. Как раз они сюда вот классно цепляются. Все. Первый рейс, ребят. И вот так пяток сейчас я влуплю. Ну что, зарядил пяток. 5 комбайнов, ребята, вот так получилось. 2 новеньких ближе к тому, к берегу, середина. Ну и эти по старым луночкам. В принципе, здесь глубина вообще с подо льда на сантиметров 40, ребят. Но здесь попадались подлещики. Тот крайний у меня, который 2 новых, предыдущий, вот получается 3-й. Там 2 налима попалось. Так что все, ребят, точки работали. А вот это, кстати, хорошо работал по изю. Ну все. Предлагаю это дело обмыть чайком. Ветерок такой. Ну еще прохладно. Не особо, конечно, прям сказать так жарко. Но к обеду будет Ташкент. Можно попить чаю, ребят. Ну и замесим, наверное, прикормочку. Там набрал всякое разное. Взял, кстати, леща. Все-таки лещ попадается. Короче, ребят, для меня новая интересная рыбалка. Ну и потом поставим палаточку. На берег не пойду, здесь пляж, ребята. Вот. Ну, я прям на льду и поставлю. Переночевать-то нормально будет. Ну и выше надо подняться, будет желицы доставить 10 на ночь. Ну это чуть позже. Все, огонь. Давайте, братцы, ваше здоровье за рыбалочку, за сегодняшний день. Так, ну что, замесим. Ведра, ребят, я не взял, придется в пакет. Ну ладно, что. Килограмм такой. И там, наверное, 500 грамм. Короче, 1,5 килограмма, я думаю, мне хватит на рыбалку. Что тут подлив, так непонятно. Ну, как раз такая темная, ребят, под пляж. Тут на дне песок. И, в принципе, сильно не будет отличаться. А запах интересный. Ну и немного белый. 500 грамм, да, все верно. Так, пакетики мы не выкидываем. Обязательно все в карман.
И сухарика сюда. Ну что, прикормочка готова. Сейчас полностью поднимать не буду, чисто до кормушки. О, даже корочка льда появляется. Значит, морозик еще есть. Тут такая грязька. Грязька плывет здесь по центру. Тут немного плывет грязь. Так, ну все, забиваю. Каждую сейчас забью. И туда его потихоньку. Все, отлично. Ну все, по красоте, ребята. Комбайны заряжены. Теперь только дело за рыбой остается. Ну, в прошлой рыбалке практика показала, что днем рыба не берет. Берет ночью и вечером. Вечером где-то часов 6 вот уже были поклевки, потому что мы приезжали на проверку и уже комбайны гнулись все. Ладно. Время 9 часов. Короче, буду кайфовать, балдеть. Поставлю сейчас палаточку. Сделаю лагерь. Короче, все по красоте. Раньше, ребят, мне казалось, что ну второй Алтай, нормальная палатка, ночевали вдвоем, печка, стол, раскладушка, мы нормально влезали туда. Ну понятно, да, теснились как бы, ну уютно, как говорится, в тесноте, но не в обиде. Ну сейчас я вот поночевал в своей новой в 4х4 и просто как игрушка, ребята, малышка маленькая, но по красоте. Все равно. А вот в одного, ребята, самая универсалочка для походов, вот для таких на охоту, на рыбалку, камуфляже, как шалаш, на ток, да хоть куда угодно. 13 килограмм веса по сравнению с той 25. Легенькая палаточка. Отлично. Все, ребят, поставил, ничего не убирал. Единственное, то, что на ночь я утянусь. Сделал утяжки по ветру. Но опять же, это не такая большая палатка. Вот 4х4 в любом случае надо ее утягивать. Потому что это как настоящий парашют. Ну а здесь она он даже стоит без утяжек и нормально себя чувствует. Вот где единственное. Здесь натянул. Утяжки у меня уже готовы. Там натянул. И все нормально будет.
Что, я съезжу наверх, там, где взял трофея, на Лемяру. Там расставлю уже до конца жалиться. Да чтоб не думалось уже. Доделаю дела уже и спокойно приеду заниматься делами, готовить, кушать. Съезжу там за двумя этими поленами, которые мы привозили, мы их не потратили. Привезу, как столик будет у меня. Короче, такие дела. Ну что, комбайны пока молчат. Все заряжено. Все по красоте. Прикормка в черном пакете, она не замерзнет. Ну и в принципе уже теплеть начинает. Единственное, то что ветер, зараза, сегодня такой сильный. А так здорово. Все, разная дистанция. Сантиметров 40 подо льда. Сантиметров 70. Метр, полтора, два. И там что-то 2,5, самый последний комбайн. Я думаю, рыба пойдет, она не пропустит. Будем брать, ребята. Так красота, ребят. Весна, смотрите, уже обрыв открывается потихоньку уже. Ну здорово, здорово. Погода шикарная. Как-то даже жалко расставаться с зимой почему-то. Ну хотя уже надоело. Поднимался одну, потом там видел одну и сейчас опять бежит. Лисы гуляют. Забежала уже в кусты, не видно. Добрался я до точки. Сейчас также по старой схеме сделаю удочки, ну, которые уже готовы на 70%. Ну и расставлю здесь полосу. Вот здесь, ребята, я взял Никодима кабана хорошего. Дай бог еще такого. Ну, приятно, конечно, было. Настроение, ребят, прям шикарно у меня. Не знаю почему. Прям кайфую. Редко бывает у меня такое состояние. Но и мне прям сегодня прям все по кайфу. Прям распирает, ребята. Ну, сейчас бровочку расставим. Ветер, я думаю, ветер успокоится к вечеру. Вечером будет классная рыбалка у нас. Будем кайфовать. Балдеть. Все, погнали. Опа, флажочек надо подклеить. Раз, два. Ладно, дотянешь, наверное, эту рыбалочку. Новости. Порыв усилился. Пока там провозился, приехал, палатка там, ребят, валяется. Как-то она еще перескочила комбайны. Интересно, не замело их. Короче, палатка в полусобранном состоянии. Но я вот тут смотрю, ребят, походу мне здесь обломило 2 колена. Вот они просто ходят. Дурак оставил, блин. Ветер усилился еще сильнее, блин. Вроде такой спокойный ветер был.
поехал. Вот это колено, ребят, вон оно. Вон тут прям. Походу обломило. Ё-моё. Ах, печаль да беда. Не знаю, и расправить не могу сейчас. Пока в таком состоянии оставлю тогда. Вечером-то по-любому утихнет ветер. Зараза. Вообще, будет палатка стоять, не будет палатка стоять. Хрен его знает. На свой страх и риск, блин, дурак. И уехал, не утянул ее. Ну, потому что бур нужен был. Думаю, приеду сейчас сразу, а этим делом займусь. Чурбаны привезу, утяну. Утянул, блин. Походу макушка, ребят, сломалась. Ё-моё. Ну, поставлю, пускай она сохнет. Она только пахнет уже дымом, ну, костром, печкой. Всякими вкусняшками, что готовили. Думаю, как раз на таком свежем воздухе, на ветеречке она просохнет. Просохла. Не знаю, ребят, получится, не получится у меня ее поставить вообще. Да и сейчас поставить не могу, сразу уносит меня. Жесть, блин. Ветер порывистый, и что-то верховой пошел очень сильно. А здесь прямая, большая, раздувает хорошенько. Короче, ребят, вон видите, два штыря. Вот этот и вот этот вышли из строя. Вот я его уже загнул, вот этот. Блин, надо его как-то поставить, чтобы он палатку не пробил. Так, что ли, хотя бы. Ё-моё. Получается, это тоже. Да. Это тоже. Фу, ребята, приключения начинаются. Ушел под обрыв, здесь хоть не так дует. На реке ветер страшный вообще. Короче, сейчас сижу и думаю, как быть. Но рыбалка, в принципе, будет вечером. Я 100% уверен. Будут поклевки, будет все. Сейчас время обед. И к вечеру, наверное, ветер-то утихнет. Надо было мне палатку ставить вот именно к вечеру. Зачем я ее поставил? Ну, группу рассушить захотелось. Так, обветрить ее. Хотелось рыбачить, готовить, потому что печка. Пилу я не брал. Брикетное отопление. Топор есть. И вот думаю сейчас, как быть. Палатку явно я не поставлю, ребят, потому что там эти штыри, ну, я боюсь, что они просто вообще проткнут палатку и испортят. Ну, смысла нету, да и фиксация только два получается, два ребра. Два ребра они не фиксируются, просто в воздухе висят. Есть у меня раскладушка, можно, в принципе, лежать здесь, если не будет ветра, есть спальник, можно как-то даже киморнуть. Ну, рыбачить всю ночь получается. Но это тоже не дело и не безопасно. У нас волки, много волков. Просто буду лежать здесь. Готовое мясо. Бери, забирай и кушай. Домой тоже как-то все расставил. Ехать домой тоже как-то не камильфо. В лесу. Ну, в лесу вот сейчас базироваться. Костер, топор-то есть. Но опять же не будет рыбалки на комбайне. А все-таки приехали на рыбалку. Есть изба здесь, ребят, недалеко. Ну как недалеко, порядком, скажем. Но опять же не будет рыбалки, если, допустим, сидеть здесь ночь. И ночью ехать на избу, искать, топтать дорогу. Не знаю, что там внутри, кто там вообще и как.
Короче, вообще, ребят, вообще не знаю. Остается один вариант как-то. Кантоваться на льду в этом. На раскладушке. Может быть, маленько даже усну. Но ночью, наверное, скорее всего, будет мороз опять, ребят, градусов 12-15. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть плитка у меня, газ. Нужен костер для безопасности. Короче, блин, вообще не знаю. Зашел сюда, ребят, перекусить. Здесь хоть более-менее, но все равно ветер. Страшно вообще сегодня. Короче, дурак, ребята, на своей. Не ставьте, ребята, не ставьте. Если малейший ветер даже, сразу увязывайтесь. Моментально. Даже его нету, сразу надо увязываться. Даже вот маленькая палатка подлетела. А вот у меня 4×4, ребят, там реально парашют. Ее просто если поднимает, все. Она улетит куда-нибудь. Опять же, она тяжелая, под своим весом она будет ломать. Она каркас ломает, как и здесь ломала. Ладно. Настроение сразу упало. На тот поклевка сразу же. Только прошелся, корм пустил. Ну что-то пару раз дернул и все. И на ту тоже пару раз. Сидел на ящике, скучал. Не знаю, или к обеду рыбка вышла. Или корм реально работает. Потому что кормушки все были пустые. Ну, вымывает хорошенько. Ну прям так, чтоб гнуло, нет, конечно, но тут 2 раза, там 2 раза щелкнуло. Поехал, ребят, за пеньками, смотрю, сработка у меня. Здесь две ставил. Щелкнул кто-то. Или от ветра, или не от ветра. Вот тут уже поворот. Тут уже, ребят, все красота. Солнце греет, тепло. Ветра нету. Ну, резкий поворот на 180. Здесь бы, конечно, базироваться. Но опять же, там поклевки были, туда и поехал. Ну, здесь кто-то щелкнул. Кто? Опа. Щучка, ребята. Мы еще уже с уловчиком. Фига. Щучки вышли, значит. Не крупная, но взяла днем.
А я без живца, без ничего поехал за этими. Ну, хорошо взяла. Прям заглотила. Такая грамм 600. И вон пявки, смотрите, ребят, на ней. Пявочки на ней. Пойдет. Щучка, значит. Ну вот, как-то так. Значит, тебе надо тоже съездить проверить. Мало ли щучка гуляет. Съездил, ребят, взял инструмент. Блин, ну тут как хорошо. Заглотил, ребят, жадненько, смотрите. Аж тут вон крючок. Стояла. Стояла и глотала. Леска не крутилась. Так, ребят, ну что, у нас ужин есть уже. Только остается подумать, где будем ужинать. Так-то все шикарно. Тогда сейчас езжу туда. Посмотрю там в заличке. Может, щучка двигаться начала. Днем он клюет. Здесь сработочка есть. Крайняя в траве. Тут раз она тоже щуку принесла. Последнюю рыбалку. Так, ну тут что? Лунотки нету. В траву завела. В траву завела. Ну, видно, что нормально хапал. Чуть не могу понять. Удары такие не щучьи, ребят. То ли ясь, то ли окунь крупный. Нельзя даже уезжать неохота. Но здесь такое нормальное, более-менее ветерок. Там же что творится, просто невыносимо. У меня уже руки, ребята, обветрились. Губы, находись там. Блин. Вон очередные приключения, что. Ну вот, две сработки на жерлице. Это щука. Тут что-то непонятно. Щучка и может окунь, ребят. Потому что сейчас время тоже, в принципе, к окуню дело. Почему-то вот все по удочке ребята ходят. Тишина почему-то пока. Хотя уже должен он брать. Скорее всего, окунь, ребят, хороший. Приехал на стоянку, ребят, где мы здесь ночевали. Заберу я поленья, которые мы оставили. Так, перетащу их. Что-то надо думать. Может, с костром, может, что. Ну что, прибыл в жесткий солярий. С таким ветром и солнцем. Ваша мордочка может почернеть. Блин, ну почему так? Почему ветер здесь? Юго-западный ветер получается. Ну да.
Свинину с горохом подгонял. Классная штука. Звениговский, ребята. Звениговский или Звениговский. Ну классная штука, мяса очень реально много. Капель, наверное, выпить, потому что что-то я расстроился вообще. У меня всегда НЗ есть. Мало ли кого-то встречу или что-то еще. Так как бы одному как будто не по кайфу употреблять, ну, именно на рыбалке. Охота отдыхать вот так. Адекватно, как скажем, в трезвом разуме. Но бывают такие моменты, ребята, что вот как сегодня не получилось. Погода. Рыба не поклевывает. Тишина. Вон, опять идет шквал. Жесть. Будем, родные. За все хорошее, как говорится. Это рыбалка, такие бывают моменты, ничего страшного. О, картошечка-то, ребят, смотрите. Как я люблю. Поджаристая. И сейчас туда это все дело. Ну что, приятного всем. Ништяк получилось. Но ветер, конечно, жесть вообще. Что, ребята, покушал великолепно прям. Картошка. Так прям захотелось ее. 2 штуки, и все решилось. Поднял модуль, ребята. Сейчас положу раскладушку. Короче, как говорится, если вечер не идет к нам, мы пойдем к нему сами. Ставлю раскладушку, ребят, по кемарю. Не знаю, получится, нет при таком ветре. Но сидеть я просто уже не устал. Просто уже нет сил. Не клюет. Перешел сейчас опять. Заправил кормушки. Здесь не особо вымывает, а вот те вот хорошо. Потому что, ну, там течение, конечно, получше. Вот. Чайку попил. Ну, пора и на боковую. Что, братва, кимарнул немного. Ух. Короче, сначала укрылся, а потом снял сапоги, залез в спальник. Даже поспал немного, ребят. Время 5 час, я 2 часа кимарнул. Короче, буря, ребят, она не уменьшается, она еще только увеличивается. 2 раза сумка у меня улетала. Короче, жесть, ребята. Спрятался так, хоть записать что-то, сказать, что тут вообще, короче, ребят, не важно. Комбайны, так понимаю, молчат. Ну, я тоже устал. Устал ждать. Думал, лежал, думал, ребят, и надумал. Сейчас
съезжу наверх, посмотрю те жерлицы, хотя навряд ли по щуке, но все равно проверить надо. Потом еду сюда обратно, собираю весь шмурдяк, ребята, и попробую пробраться до избы. Потому что, ну, в палатке, тем более сломанной, ребята, ее тут я точно не поставлю. А ночевать так не получится. Короче, сюда приезжаю, ребят, собираю все, еду на низ, там смотрю жерлица. Как-то пробую потом проезжать по болотам. С Илюхой мы этот раз пробирались, очень сложно. Попробую пробраться до избы, там поужинать, отдохнуть, ну и приехать сюда вечером, ребята, уже по сумеркам, смотреть, как комбайны, как что. Ну, попробуем посидеть, порыбачить. Вот такие, ребят, пока у меня дела. Все. Не понял, ребята. Ветер, что ли, снес. Я приехал до той одной жерлицы. Ну, еду, флаг не стоит. Но думаю, ладно, проверю, что-то непонятно. И вон в оконцове какая-то хрень. Непонятно. Вымотка есть. Кто-то тут брал, ребята. Флажок просто сработал. О, хорошенько потрепали. Вот туда, ребят, смотрите какой. Не знаю, живая вроде, но мы лучше заменим. У нас есть живец. Пускай будет свеженький. Так, друзья, ну что, я Саню упаковал. Комбайны просмотрел, новый корм зарядил в кормушке. Почистил от тины, черви новые. Короче, собрался, ребят. Тут такой же ветер, но он не прекращается, он еще хуже становится. Комбайны вот так ходуном. И какая-то туча, ребят, идет, страшная причем. Ну, как и обещали, снег, наверное. Ладно, едем на низ. Один выход у нас это, если проберемся до избы. Я не знаю, получится, не получится. Ну, попробуем. Погода, блин, а. Печалка, печалка, печалка. Пробовал, ребят, пробраться к избе. Там надо зайти по курье. Болото, старица. Короче, я высунулся. Она все оранжевая, желтая. Ну, такая темная вода. Ее надо как-то перескочить. Можно было идти вдоль, пробовать где-то найти место. Но там такие гурилаки, ребята. Короче, наст упал, падает. Короче, я не стал суваться. Задним ходником развернулся там. Выехал. Посмотрел с другой стороны тоже, ребят, никак. Был бы, конечно, снегоход, мощам можно было, конечно, рискануть, дать, но как там, что там, я не знаю. В болоте повязнешь там, в сыром вот этом, я думаю, тяжело будет потом достать оттуда. Выехал. Где стоят жерлицы, ребят, сработок нету. Туда есть заезд, но это с деревни, с другой стороны, ребята, это через лес. Это, короче, ну, буквально мне надо обратно вернуться, чтобы зайти по лесу и проехать там с другой стороны. А здесь вот там топкие болота. Ну, что, ребят, придется домой ехать. Как-то так. Ну, не получается, что сделать. Не пустила река сегодня, получается. Ветер стоит там ужасно. Вот здесь заехал, здесь более-менее тихо. Там, ребят, сквозняк вообще, голимый сквозняк. Это жесть. Жалко палатку по своей вине, конечно. Ну, теперь буду знать. При малейшем ветре ни в коем случае. Тем более, если еще ночью поставишь печку, еще ляжешь спать. Это чревато, ребята. И обжеться, и палатку сплавить. Да и в общем, вот. Не знаю, ремонт получится, не получится, будем надеяться. Ну чё, хода домой тогда чё? Жалко, обидно, досадно. Хотелось, конечно, порыбачить мне на комбайна, но я думаю, будет еще время, погода. Вроде еще
Рыбалка получается, дорогу пробил с другой стороны. Через поселок не проехать. По реке сделал дорогу. Короче, я думаю, поездим еще. Ну а жалиться и комбайны я оставлю. Пускай они стоят ночь. Завтра попробую прорваться. Не знаю. К Лехе тоже, ребят, не доехать. Дорога вся растаяла. Как-то надо через речку его связь как-то его ловить так. Надо навестить его. В принципе, не знаю, завтра может, если получится, то его возьму на проверку. Но если он выйдет, конечно, ему надо спускаться на реку очень далеко, на лямпах. Я к дороге, не знаю, проеду, не проеду там. Короче, такие дела, ребята. Ладно, что, давайте до завтра тогда. Поскакал и до дому. Дорога дальняя. Бензин спалю. Ну, увы. Ну, не будем огорчаться, ребят, что. Не упустила река. Она сразу сказала, сегодня тебе здесь нечего делать. Короче, до завтра. Только, ребят, только я с вами попрощался. Поворачиваюсь, и флаг стоит, загар. В том же месте, где был сработочка. Буквально на глазах. Река говорит: Андрюха, не уезжай. Рыбалка будет. Где же твое терпение? Где же твой настрой боевой? Че ты ноешь, как баба, бля? Все. Два оборота было. Больше не крутит. Че, ребят, попробуем подсечь. Она уже выплюнула, скорее всего. Тут сразу в траву она заводит и что-то выплевывает. Так и получилось. Вот хрен поймешь, кто это. Непонятно. Но сработок здесь часто, очень много часто здесь сработок вот именно в углу. Ну теперь точно с чистой совестью можно ехать до дому. Напоследок порадовал. Богом погнали! В лесу, ребят, тоже ураган побывал. Все, смотрите, повалило. Это я утром ехал. Чисто все было. Смотрите, все в фойе. Везде ветки валяются. Все в фойе. Охренеть. Короче, надо не только температуру смотреть, но еще и порывы ветром, блин, ё-моё. Друзья, доброе утро. Ну что, еду на проверочку. Вчера все оставил. Ну, ребят, нисколько не жалею, что уехал. Потому что ночью творилось еще хуже. Вообще страшная буря была. Ветер до 10 метров в секунду. Короче, ребят, всю ночь он шел. Под утро погода поменялась. Сейчас где-то метров 5 в секунду. Но опять же идет снег с дождем, ребята. Я вот пробрался уже до лесу. Просто он весь сырой. Жесть. Мне еще ехать, ё-моё. Ну это полбеды, ладно. Не знаю, как там что творится. Заморозка не было. Комбайны, возможно, подтаяли, упали. Если была бы поклевка, еще, может, вообще утащила, ребята. Короче, не знаю. Вот такая погода. Вот видно по вчерашнему. Вся буранка вот в всяких ветках, елочках, иголках. Это все, ребят, вчера валило. Ну что, будем надеяться, что что-то фартануло. Не зря уехал, ребята. Так что река вчера реально выгоняла. Одел бушлат потеплее, ну и в бой. Так что понесла. Потихоньку иду, уже на реке, половину, наверное, проехал уже. Невозможно ехать. Как раз встречный ветер со снегом и с дождем, прямо в лицо все. Помимо и так не видно, туманится, влажность, так еще вот все в лицо, щуришься, короче.
едешь, с буранкой слетаешь, а с буранкой слетаешь, тут вода, ребят, сразу стоит. Короче, сложно идти. Ну, потихоньку, помаленьку карабкаюсь. Уже наполовину сырой. Короче, так и предполагал, что буду сырой весь. Надо было быстро все делать. И до дома, потому что пока промокну, пока доеду. Заболеть неохота под конец сезона. Ну, как-то так. Потихоньку, ребят, идем. Добрался наконец-то. Блин, вообще тяжело идти. Собака не прет. Снег липкий, мягкий. Буришься. Добрался до первой точки, ребят, где 6 жерлиц. 2 флажка стоит у нас. Опять же, это крайняя трава. Вчера 2 раза на нее были поклевки. И опять же ночью кто-то позарился. Вот еще одна. Вымотка, ребят, почти полная. Есть надежда. Сейчас будем проверять. Вчерашних 2 живцов, ребят, как и не бывало. Ну вот, приходила ворона или ворон. Что тут у нас? Ну, полная вымотка, ребят. И хорошая натяга. Натяжка. Так, ну тут что-то вроде завела. Завела, ребята. Печалька. Печалька. Завела все-таки. Попалась и завела. Или завел. Опа. Оторвал, ребята. Ай-яй-яй. Так и не получилось поймать этого зверя. Тут еще 35-я леска стоит. У меня еще на некоторых осталась она. Так-то я уже перешел на 4-ю. На 4-ю можно было, конечно, дернуть. Но, увы, не наш. Не наш. Вчера 2 раза бодал. Ну, там может налим ночью, конечно, тоже взять и завести. Не наша, ребята, рыбка. Ладно. Так, тут у нас что? Вымотка, ребят, почти полная. Осталось там буквально 3 оборота. К сожалению, никого. Вон, ребят, смотрите. Протащил. И отпустил. Не знаю, выживет, не выживет, но дай бог, чтобы выжила. Так, ну что, по жерлицам здесь мимо, значит. Не взяли здесь никого. Так, друзья, очередная бровочка. Я оставил здесь 2 штучки. Вчера днем попалась щучка здесь на эту. Но есть флажочек. Есть флажок, ребята. Полная вымотка. Прям как красота. Это радует. Так, и есть, ребята. Есть налим. Вот хорошо, когда знаешь точки. Ага. Так, понял. Налима нету. Это была коряга, ребят. Но, к сожалению, ушел, походу, ребята. Блин, а я думал налим. Но бывает и так, что. Каждая точка, главное, сработана, рыбка ходит. Но она пока и берет как-то это, непонятно. Что прошлая рыбалка, она просто... Ну, нет такого активного жора прям. Рано еще, ребята, что ли. Чуть позже начнет он глотать, как умалишенный. Я за налима имею в виду. Тут тоже не стрельнул. Ну что, братва, добрался я до комбайнов. Как я хотел вчера ночь порыбачить на них. Но погода меня выгнала, поломала палатку. Короче, ребят, из 5 комбайнов 4 загнутых. Будем, конечно, надеяться, что это рыбка.
Удочку тут тоже оставлял, я же думал, что приеду. Потом вспомнил, блин, удочку оставил, думал, унесет ее, если рыба попадется. Короче, нормально, удочка на месте. Ну что, будем смотреть потихоньку. Никто не звенит, ребят. Так, это новые комбайны вчерашние. Самый крайний, самый дальний. Прям в середине реки. Даже под тот берег. Ну что-то, ребят, никого. Грязь. Ну да, жевала. Кто-то рыбка жевал, подходил. Ну, так что кто-то, никто не попался. Вот гнет, ребята. Это гнет. Ух ты. Что-то прям хорошее, ребят. Ах ты, блин. Примерзла, что ли, здесь еще? Ё-моё. Как-то леска червет, примерзла. Цепил вроде. Налимная. Ё-моё. А, смотрите, ребят, как получилось. О, зараза. Прожорливый. Ёрш попался. Ёрш попался, ребят. На червей. Причем какой здоровый ёрш. Вот. Вот моя мормышка. А он, зараза, его припетулил. Видите, как ершель любит он. Ёрш заглотил аж. Ёрш такой здоровый. А он припетулил. И уже начал его выплевывать, вырыгивать, ребят. А что-то у него не получилось. Я не могу поймать, что там у меня. Мормышка-то слетела. С отсюда, что ли? Вот такой ёрш. А он уже начал, ребят, его выплевывать. Но не получилось. Пойдешь на жареху. Белая рыба не ходила, к сожалению. Вообще никак. Тишина по белой рыбе. Давление. Опять же давление, и все. Уже меняется. Какой снегопад попер. Обещали снегопад. Жесткий. На выходных, говорит, вообще будет просто что твориться. Короче, нас заметет опять по новой. По новой будем по поселку ездить. Да не, он сырой снег. Он сырой. Кстати, ребят, та же лунка, когда у меня стояли 3 комбайна, за 2 дня вот я здесь поймал на комбайны 2 налимов. Сегодня же опять налим. Я могу с уверенностью сказать, что здесь, ну, в этом диапазоне плюс-минус метр проходит тропа налима. Все многие вот пишут, там, ребята, налим ловится по тропе. И вот чтобы как-то его уверенно ловить, его надо найти вот эту тропу. И вот по этому диапазону ставить жерлицы, там, тычки, там, ну, всякое разное, ребят. Потому что здесь вот именно он как-то идет, понимаете? И ночью, когда он проходит в этом районе, ему здесь комфортно идти, питаться, и, значит, здесь вот именно тропа налима. Вот здесь можно с уверенностью ставить продольничек метров 10. Я думаю, будет хороший результат. Это потому что факт налицо. Не этот комбайн, не тот комбайн, не тот комбайн, а именно здесь 3 налима подряд с одной лунки. Так, ну что, ребята, одна сработочка, и то сейчас еду. И она, смотрю, мотает, страшное дело. Проезжаю, смотрю, вымотка неполная. Думаю, ладно, поеду до той одиночки. А смотрю, замотала, но рыба стояла, походу, испугалась технику. Вот, ребят, смотрите, шеволит. Опа. Опа. Опа, есть что-то. Может, щука.
Замотала как умалишена. Ну, я говорю, щука, ребята. Потому что так как только она будет мотать. Плотва гигантская. И то, походу, это, ребят, утренний выход. И то утренний выход. Вчера щучка, сегодня щучка. Щучка начинает просыпаться. А налим, ребят, смотрите, не сработал. Хотя до этого здесь куча сработок было по налиму. Ну взяли, что, все равно увидели рыбку. А так все промолчало, ребят, смотрите. Щучка не крупная, грамм 800. Крючочек у нас вот тут где-то недалеко. Сейчас извлекем. Что, хлопцы, рыбалка подошла к концу. Рыбалка не назовешь, конечно. Для меня будет уроком по палатке. И для вас, наверное, тоже, ребята, при малейших случаях, даже если сейчас его нету. У нас на севере погода меняется быстро. Вроде отъехал, приезжаю, вот такие дела. Не знаю, получится, не получится починить, но дома растяну, возле дома. Заодно постираю слои, вот эти первый, второй. Хотя бы первый слой постирать. И уже к весне по налиму, потому что палатка хорошая. Вот именно для одного, для двух. Идут дожди, ребят. Потихоньку продвигаемся в последний лед. Скоро снега совсем не будет. Но еще рыбалок, ребят, будет много. Это мой любимый сезон, так скажем. Понятно, он небезопасный. Тяжело добираться. Но опять же, ребята, хорошая рыба, хорошие трофеи еще впереди. Комбайны, ребята, сами видели, не порадовали. Ну и правильно то, что я вчера не остался там и не дурковал там возле костра где-то там, ожидая поклевок. Все, ребят, четко, все правильно сделал, погода выгнала и все правильно. С рыбой 2 щучки, 1 налим. Я думаю, сегодня пожарим, что-нибудь сделаю вкусное на мангале, так что отлично. Все, братцы, давайте. Пусть повезет вам больше, чем мне. Я весь сырой, топчу до дому, дорога длинная. Короче, все, ребят, всех обнял. Давай, коль мы вороной, не подведи.